Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках программы соцгазификации в этом году в республиканском бюджете предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей. Такая газификация проводится в населенных пунктах, где есть газ. При этом необходимо обязательное наличие в населенном пункте газораспределительной сети. Об этом и не только. Гость студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Якутии. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Темпы соцгазификации в Якутии продолжают расти. Какой сейчас статус реализации президентской программы и какие у нас планы на этот год? Да, действительно, мы обороты свои набираем. Связаны были определенные вопросы с прохождением зимнего сначала периода по понятным моментам, которые мы обозначали на федеральном штабе. Физические работы не могли проводиться, поэтому мы готовились и закупали оборудование. Компания, наш оператор Сахароснефтегаз, вел подготовку, прием кадров, соответственно, распределял оборудование по территории муниципалитетов. Когда говорят о программе социальной газификации, говорят в Якутии. Не все понимают размеры нашего региона, и что мы будем проводить, условно, газ будем прокладывать не в одном селе, либо в городе. Только пример приведу. У нас было подано изначально более 6,5 тысяч уже заявок от населения. Но, правда, не все были приняты. Это на сегодня в работе более 4,5 тысяч. Вопрос почему? И здесь прошу обратить внимание, не зря, и спасибо вам за внимание к этой проблеме. Важно соблюдение определенных условий, что и человек должен правильно, и те документы, которые необходимо, соответственно, подгружать в систему. Если документы какие-то отсутствуют, есть законодательные требования, которые гражданин должен предъявить. Следующий важный момент. Поданы заявки, приняты эти 4,5 тысячи. Следующий этап – это заключение договора. У нас заключено уже более 3,5 тысяч договоров. То есть мы, напомню, при этом обязательство у нас на этот год глава республики обозначил, Александр Сергеевич, перед населением эту задачу, более 2 тысяч домов должны быть подключены к газу. У нас уже 3,5 тысячи есть договоров, соответственно. Каждому договору необходимо разработать отдельный проект, для того, чтобы было понятно рабочим, которые подрядные организации, где какие сети провести, куда вывести даже газовую трубу. Это тоже очень важно, когда сельчане прекрасно знают, что если дом у тебя находится с одной стороны участка, а ее приведут к другому, то есть, это крайне будет неудобно. Она же не может через теплицу пройти, через коровник, и так далее. Эти все моменты мы, конечно же, учитываем в своей работе. Поэтому обороты набираем, и сегодня эти уже фактически земляные работы ведутся на территории в конкретных селах. Но, однако, отказы все еще есть от регионального оператора, и, к сожалению, часть заявлений возвращается обратно. Какие основные критерии для бесплатного подключения к газу? Вы как раз обозначили во вступлении, что должны быть сети газораспределения. То есть, человек видит, есть у него газовые трубы, в селе он живет, или, например, в микрорайонах, которые под Якутском, проходит газ или нет. Простым языком так говорю. Второй, и он тоже является ключевым вопросом, наличие права собственности у заявителя на это домовладение, на земельный участок. Чтобы опять-таки не проложить там, где владелец не согласен, например, или чтобы дом действительно был. Ведь даже в этих отклоненных заявках есть ситуация: дома нет, а жители подают заявку на подключение. У нас таких моментов по республике на сегодня хватает, и мы проводим работу последовательно, системную, муниципалитеты подключаем. Подвели газ, пожалуйста, подключай свои объекты. Ведь это даже элементарно, я обращаюсь, я уверен, ваши зрители, они действительно сознательные, что ведь мы эти работы могли бы провести не к этому домовладению, а к тому, кто действительно в нем нуждается, в этом газе, кто ждет, кто живет с семьей, у кого многодетные семьи, в конце концов, либо инвалиды, например, обращаются, чтобы там были проведены эти работы. Поэтому я настоятельно прошу наших жителей, граждан, что если вы заявились, то ускорять работу со своей стороны по приобретению газового оборудования, по подключению. Зампред правительства России Александр Новак в ходе федерального штаба по газификации отметил, что в России все больше набирают обороты дополнительные меры поддержки. В нашем регионе кто может рассчитывать на субсидии по комплексной газификации, в том числе внутри участка? Очень хороший вопрос. Нашу республику обозначали и в пример приводили и другим регионам, потому что мы с самого начала, по сути, можно сказать, сработали на опережение. Когда Александр Сергеевич в прошлом году совещание по газификации проводил,
Эти моменты сразу были поставлены профильным ведомством. Я вот отмечу, например, есть отдельные категории у нас жителей, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Ну, возьмем, например, категорию малоимущих граждан. Да, затраты понести надо, то есть внутри участка, тем не менее, котел купить надо. Кому-то, может быть, систему отопления провести, счетчик установить, то есть ряд процедур определенных. У нас в прошлом году еще буквально сумма поддержки от республики была в размере 117 тысяч рублей. И сейчас, внимание, да, вашим зрителям, гражданам, прошу передать это и своим соседям, эта сумма увеличена до 150 тысяч рублей в республике. У нас есть вторая программа, в ней участвуют несколько населенных пунктов, мы ее пилотно называем, переход с централизованного отопления на индивидуальное газовое. Например, в селе Эбя реализуем, Торокёль, в Чурапче, Юринкёль, да, то есть, и там тоже у нас сумма поддержки была в размере 117 тысяч рублей. Мы ее тоже в этом году увеличим до 150 тысяч рублей. Это значимые меры поддержки, я думаю, многие оценят, особенно с учетом того, что вот отдам должное, да, коллективу Сахатранснефтегаз, генеральному директору, что мы уже, и муниципалитетам обязательно, и предпринимателям, которые откликнулись на наше обращение, на работу нашего регионального штаба. Мы уже, чтобы выполнить эту задачу главы по 2000 домовладениям подключения в этом году, у нас в республике закуплены и количество котлов необходимо, мы трубы закуплены, и счетчики, и так далее, и так далее. Ну, все-таки в столице региона много проблемных участков с дефицитом пропускной способности. Стоит ли ждать жителям Покровского, Намского тракта и микрорайона Марха долгожданного газа? И поможет ли в этом президентская программа? Несомненно, поможет. Ведь задачу, которую поставил президент, эта программа, она распространяется на все субъекты Российской Федерации. И мы в Якутии всегда стремимся, особенно, да, еще раз обращаю внимание, она ведь на всех нацелена, на каждого гражданина, да, который проживает в селах, где у нас сегодня проведен газ. Вот один из таких, такая цифра, да, 211 миллионов рублей у нас направлено на устранение дефицита газовых сетей. То есть, с этим многие сталкиваются. Вот мы не так давно, неделю с небольшим назад, выезжали с Колодезником Алексеем Засимовичем, с сотрудниками его подразделений, например, в Марху. То есть, приехали пенсионер, владелец дома, да, вышел к нам, мы проговорили. Недалеко буквально где-то газ есть, у людей, например, нету, да, сегодня. И эта программа по дефициту, она решает эти проблемы. То есть прокладываются трубы большего диаметра, приобретается новое оборудование, распределительные пункты модернизируются, соответственно. И, кстати, как в качестве примера, да, он говорит, он понял, да, значимость программы президентской для себя, лично для своей семьи, говорит, а я провожу работу со своими соседями, чтобы они тоже активно подавали свои заявки. Пару недель назад мы выезжали, например, на Покровский тракт, были в Сот-Огородник, и земляные работы ведутся, и трубы прокладываются, 2 десятка человек работают, несколько единиц техники, экскаватор, то есть, скоро эти люди, да, которые там живут, это порядка 500 человек, действительно увидят, как начнут выходить газовые трубы, стояки, да, подводиться к их конкретным домам. Министерство промышленности региона также продвигает новое направление для Якутии, как сжиженный природный газ, или СПГ. Планируется ли использовать сжиженный газ для газификации удаленных от газопровода «Сила Сибири» поселений? Отличный вопрос. Ведем в этом направлении комплексную работу. Александр Сергеевич, когда то есть мы обсуждали вопросы возможности строительства труб, надо всегда помнить, провести трубу, допустим, если будут выделены эти многомиллиардные средства, можно, но ведь и потом все эти затраты ложатся в тариф гражданину. Гражданин скажет, а зачем мне такой газ? То есть, когда сравнить, да, прочие обстоятельства. А вот тема СПГ, которую как раз задача глава поставил, чтобы мы построили завод на территории республики, мы ее последовательно решаем. У нас уже есть эта установка, есть практические примеры работы железнодорожных разъездов, но мы ведем работу для того, чтобы инвесторы, которые у нас уже даже в том числе работают на территории, эти заводы реализовали. Соответственно, отработали мы по потенциалу спросов, какие муниципалитеты. И, кстати, на сайте нашего министерства эта программа размещена, у нас все открыто.
Каждый может увидеть по годам, ну, соответственно, ГУП ЖКХ, Министерство ЖКХ у нас должны разработать по котельным проектно-сметную документацию, потому что здесь как курица и яйцо, да, то есть что первичнее, а первичнее все понимают, что это инфраструктура, чтобы когда пойдет производство сжиженного газа, было понятно, куда мы это топливо будем направлять. Самое важное, что это вопрос экономики. Экономики и для региона, это понятный вопрос, для инвесторов, а в первую очередь для человека. А для человека это еще вопрос благоустройства. Я скажу так, буквально позавчера на выезде был на производстве, мы обсуждали как раз вопросы, что еще один интересант у нас, ну, пока не буду анонсировать, да, проявил хороший интерес к республике. И вот сейчас будет питерский форум, мы договорились, как и в рабочем порядке сесть, обсудить детали, то есть уже формируется конкретная история, земельный участок, технические условия выдачи и так далее, и так далее. Вот, ну, я думаю, по итогам форума будет понятно дальнейшее движение. Ну и какие планы по газификации районов, в особенности Мигино-Кангаласского и Горного, а также центральных улусов, в том числе согласно программе с «Газпромом»? На сегодня ведем, ну, направлений много, да, и вы все слышали, ну, еще раз спасибо вам, нашей национальной компании вещательной, да, которая такое внимание этому вопросу уделяет. Серьезный блок такой – это социальная газификация. Но тема «Сила Сибири», она действительно на повестке. Вот буквально мы на днях отправили обращение, и сейчас тоже на форуме, да, планируем обсудить вопросы газификации 4 поселений. Это затрагивает Ленский район и, соответственно, Нерюнгринский район. Иенгра, ну, наше национальное село, то есть вот мы тоже сейчас на выходных планируем встречи определенные, да, по этому вопросу. Иенгра, соответственно, Чульман все прекрасно знают. По Ленскому району Бичнича, ну, тоже и бывал там неоднократно, Мурия, например. Помимо этого, не так давно, когда были в Бердигистяхе, тоже смотрели о проводимых работах, соответственно, в этом улусе, вместе с главой улуса все проходили, да, смотрели, там, помню еще, как и котельную, когда запускали по газификации. Двигаться будем в этом направлении. Село Юличой. Отмечу, что вот движение получило как раз по итогам совещания по газификации в прошлом году у главы республики. Мы работаем по образовательным объектам, как в Жатае, так и в Якутске, чтобы, ну, когда запускается объект, то, соответственно, там был газ. Ну, в принципе, много таких вопросов, которые на сегодня решаются. И, наверное, программа сейчас или вопрос не позволяет полностью ответить, но с удовольствием буду Ну, работа обширная, она продолжается, но и в будущем она точно будет продолжена. Несомненно. То есть план, ну, так для понимания, мы видим задачи свои не только сегодня, не только даже вот мы госпрограмму разрабатываем на 3 года, да, например. У нас есть видение до конца 30-х годов, где, в какие поселения, села должен прийти газ. Максим Викторович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо вам. Искренне рассчитываю, что как можно больше людей будут смотреть ваш канал и посвящаться в тему, в том числе и газификации. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.